комитет по хаджу Ингушетии проводит большой объем работы по организации поездки в святые места. В бесчисленных семинарах паломникам разъяснят, что и как нужно делать во время хаджа. Разобраться в тонкостях совершения обрядов будут помогать и непосредственно на месте. Сейчас же принимаются документы. Организаторы обращают внимание на то, что изменились временные рамки приема и документов. Обо всем подробно расскажет Зарема Ивлоева. Многие жители Ингушетии уже готовы стать хаджи духовно и материально, зачастую просто не знают, куда обращаться за помощью. От приема документов до перелета и размещения. Всеми организационными вопросами занимается комитет по хаджу, который расположен в Назране по проспекту Базоркина. Программят ютер компании договор подписать да нахабак кичолжи вылет 8, 9, 10 штуки согласованные так мак гостиниц оплачены и ляца методологии мадина тешт болметки. Саудовская сторона в этом году ограничила срок подачи документов, поэтому комитет по хаджу объявлял дату закрытия приема бумаг 10 июня. Многие жители собрали документы, оплатили поездку, но не успели забрать загранпаспорта. Поэтому срок приема документов для паломников продлили до 30 июня. Надеемся, что вот эти оставшее время мы, как говорится, с пользой для нашего паломника используем. И, значит, как и до этого мы субботние, воскресные дни без выходных будем принимать документы, чтобы, как говорится, ни одного паломника не оставить без внимания. Стоимость поездки ингушским паломникам обойдется в $3100. Оплату необходимо производить в Россельхозбанке. В эту сумму входит перелет туда и обратно, проживание и транспортное обслуживание внутри страны. Представители комитета по хаджу заранее отправятся в Королевство Саудовская Аравия, чтобы для каждого паломника эта долгожданная поездка прошла максимально комфортно. Союз дежью еще дотханс дохман экер халк долхож дотха. Цул атташчык бен кяктыш паспорт хайцер аттхалыр кяктышчык дахыр аттхалыр. Дериге далши пурумдан масто хамкоз атчык дерс. В этом году саудовская сторона ввела некие изменения. Чтобы пересечь границы Арабских Эмиратов, специально были введены электронные визы для паломников. Кроме того, в целях безопасности паломников не позднее, чем за 10 дней до отправки, в комитет по хаджу необходимо предоставить свидетельство о вакцинациях против менингита и дифтерии. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.